Для чего они делают? Во-первых, это обиды, потому что я думаю, что каждый политик, в том числе наши местные, они считают себя самыми лучшими, да, то есть самыми умными. И как это так, кто-то там посмел опровергнуть мои слова или поставить в неловкое положение. Что им не нравится? Им не нравится, когда их критикуют работу, да. И когда ты приходишь к власти, конечно же, видны очень много ошибок. Их задача сохранить эту власть, да, их задача показывать, что они что-то якобы делают полезное. В этом случае они просто переводят негатив от своей работы, да, то есть переводят, что смотрите, вот это Кишинев виноват, в этом случае, да, это вот продажные журналисты виноваты, поэтому не верьте им. Для чего это делается? Дискредитация нужна. Для того, чтобы люди не читали, не смотрели там LoveMD, Noktу там или еще другие независимые порталы СМИ, да, или журналистов, к примеру. То есть это делается специально, чтобы, допустим, не читайте их, вот смотрите, читайте другие порталы, которые им принадлежат, которые им подконтрольны. То есть им нравится, когда делают, может быть, у них такой девиз, что про нас либо ничего, либо хорошо, да, как про... Ну, это печально, на самом деле, да, есть такая специфика региональной политики нашей, что вот, политики не способны анализировать, не способны принимать эту критику. Но, опять же, я считаю, что это нормально идет, уже, в принципе, начался избирательный период. И мы знаем, да, Виталий побольше в журналистике, он больше избирательных кампаний видел, мы с Еленой чуть меньше, но они, избирательные кампании всегда похожи, да, то есть идет радикализация общества, идет вот это вот разделение на своих, чужих, и я вижу вот эти все заявления, они безусловно, в том числе связаны вот с избирательным периодом. Ну, опять же говорю, очень жаль, что в нашей стране пока правоохранительные органы не сильно реагируют на это. И опять же, кто понесет наказание, если действительно, вот как Виталий сказал, человек послушает, допустим, Новака, там, Узына или еще кого-то, подумает вдруг, что все беды вот из-за журналистов. Вот спасать родину от врагов. Были случаи, на самом деле, когда к журналистам там случайно, там не случайно подходили, где-то могли толкнуть, там еще что-то сделать. Особенно на митингах, да, то есть идет там более радикальная толпа. Кто потом будет отвечать?